Впервые в истории микрорайона Марха запустится центральное водоснабжение. Первые дома планируют подключить до конца марта. Об этом сообщил глава города Якутска Айсен Николаев в ходе еженедельного объезда города. Первые 3 дома по улице Заводской подключат к системе холодного водоснабжения уже в марте, а до конца года планируется подключить еще как минимум 10 домов. До этого момента центральное водоснабжение в микрорайоне полностью отсутствовало. Чтобы пополнить запасы воды, жителям приходилось пользоваться услугами водовоза. Центральное водоснабжение в Мархе стало возможным благодаря прокладке нового водопровода в район Кирзавода. По Мархе меня обрадовало то, что коммунальные службы города доложили о возможности уже подачи холодного водоснабжения в ряд домов двухэтажных. Так, это то, к чему мы шли достаточно долго. И вот сейчас как раз уже такая возможность появилась. Я думаю, что в ближайшие недели уже в первые дома холодное водоснабжение уже внутрь домов двухэтажных у нас в Мархе поступит. Это тоже очень такое важное событие для нашего поселка. В ходе объезда глава города проверил санитарное состояние автодорожного, Сайсарского округов и микрорайона Марха. По итогам инспекции Айсен Николаев не выразил нареканий в адрес коммунальных служб города, отметив их слаженную работу. В Мархе еще сделали такие щитки, да. Потому что это частный сектор все-таки. Нет, на самом деле эта работа у нас должна идти не только по частному сектору, эта работа должна в целом идти уже по городу. Потому что вот когда у нас мусорные баки просто вот так стоят открытыми, конечно, они служат источником дальнейшего загрязнения, потому что да, и собаки залезают так, и птицы растаскивают, да и люди у нас порой там, знаешь, тоже такие бывают, которые во всем этом копаются. А когда вот такое ограждение поставлено, и дальше они будут еще дорабатывать, чтобы они закрывались, так, чтобы доступа для животных, по крайней мере, там точно не было, да, то это, конечно же, поможет очень серьезно, на мой взгляд, именно работе как раз по мусору, по обращению с отходами и в дальнейшем, в том числе и по раздельному сбору мусора. Традиционный субботний объезд главы города, который он осуществляет уже как на протяжении 5 лет, зарекомендовал себя как отличная практика. Глава лично смотрит за санитарным состоянием города, общается с жителями и предприятиями, держит руку на пульсе всех строящихся объектов. Подведены итоги 6-й деловой игры «Молодежь. Энергия развития города Якутска». В Центре отдыха и оздоровления детей «Сосновый Бор» прошел финал. За победу в деловой игре поборолось 7 команд, в состав которых вошли государственные и муниципальные служащие, студенты, предприниматели, журналисты в возрасте от 18 до 35 лет. Участникам были предложены такие задания, как разработать инновационные проекты с перспективой выхода на глобальный рынок, предложить новаторские мероприятия по каждому из 5 направлений народной программы, найти применение технологии блокчейн в работе муниципальных органов власти. В течение всей игры с участниками работали психологи, которые давали им советы по личностному росту и саморазвитию. Финальные презентации команд оценивало жюри под председательством главы Якутска Айсена Николаева. Кандидаты на будущие игры мэр проходили достаточно серьезный отбор, и все 77 участников, 7 команд по 11 человек были составлены по таким направлениям, как представители территориальных органов управлений, специалисты в своих сферах, то есть социальная, ЖКХ, экономики, финансы и так далее. Ну и, конечно же, как же не без молодых предпринимателей, специалистов IT-сферы, ну и нашу молодежь, то есть представляли интересные студенты. По результатам деловой игры определилось 3 команды победителя. Первое место досталось команде «Красная машина». На втором месте оказалась команда «Зеленых» 11-й Ньютон. На третьем – команда «Синих» «Смарт». Лучшим игроком стал Юрий Тетерин. Он получил путевку в деловую республиканскую игру «Министр» от городского округа город Якутск. Формат деловой игры позволяет выявить лидеров среди молодежи. Специально для вовлечения подрастающего поколения провели конкурс по проекту создания комфортной городской среды «Якутск-2050». В конкурсе приняли участие ученики с 1 по 11 классы школ города Якутска, от которых поступило свыше 10 тысяч работ. А подвели итоги конкурса в Большом зале окружной администрации. В своих сочинениях дети внесли множество интересных идей и предложений. От самых невероятных, таких как телепортация, до вполне реальных и конкретных. Дети предлагают строить детские и спортивные площадки, скверы и фонтаны, благоустраивать школьные территории. Все они единодушны в том, что к 2050 году Якутск станет комфортным, чистым, современными зданиями и развитой инфраструктурой, обретет неповторимый архитектурный облик. Чтобы не были пыли, чтобы были ровные дороги
и чтобы мост через Лену было. Появятся новые здания, красивые тоже. Город станет чище, уютнее, ну, может, даже теплее. То есть я просыпаюсь, и каким я вижу город. Дома серые с разными принтами, машины, летающие без колес, купола над людьми, которые позволяют в любую погоду ходить, совершенно не заботясь о теплой одежде. То есть надеваешь что угодно, включаешь тот купол и ходишь себе спокойно. Треть жителей Якутска – это дети. Маленькие горожане проявляют активную жизненную позицию, являются людьми, которым не безразлично место, в котором они будут жить. По итогам этого конкурса хочу объявить, что мы решили создать детскую экспертную группу «Детские ревизоры». Наверное, многие знают такую передачу, где маленькие эксперты могут приходить в определенное время. Мы будем собирать такие группы, делать обходы перед началом нового сезона, будем проверять аттракционы, другие виды услуг, и обязательно, чтобы это детское мнение было отражено в наших решениях. В феврале прошел первый этап голосования, во время которого горожане внесли более 35 тысяч предложений по благоустройству свыше 100 общественных пространств. Из них были отобраны 8 проектов, которые будут внесены на рейтинговое голосование. 18 марта жители окончательно решат, какие проекты будут реализованы в этом году. Принять участие в рейтинговом голосовании смогут не только взрослые, но и дети, достигшие 14 лет. В Якутске в рамках Всероссийского фестиваля городской среды «Выходи гулять» на территории округов и пригородов с января по апрель проводятся различные мероприятия с привлечением жителей столицы. Во дворах многоквартирных домов, скверах и общественных пространствах, обустроенных в 2017 году, проводятся народные гуляния, ярмарки, спортивные состязания, семейные викторины, фестивали еды, традиционные национальные забавы и культурно-массовые мероприятия. Промышленный округ города уже во второй раз присоединился к фестивалю с красочным и веселым мероприятием «Масленица». Праздник прошел по адресу Федора Попова, 10/1. Этот двор был благоустроен в рамках проекта формирования комфортной городской среды прошлым летом. Сегодня во дворе дома по улице Федора Попова, 10 мы празднуем встречу весны. Почему именно выбран этот двор? Потому что он у нас попал в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Здесь прошел ремонт, и мы сегодня празднуем вместе с жителями встречу солнца, весны, пробуждение природы. Проводим различные веселые мероприятия, соревнования. Вышли общественники, жители дома, близлежащих от домов. Очень много детей. И мы рады всех жителей города Якутска поздравить с первыми весенними днями, а всех женщин с наступающим днем 8 марта. Жильцов угощали блинами, оладьями, горячим чаем с баранками. Для детей провели конкурсы и игры. Масленичное настроение придавал концерт ансамбля ветеранов промышленного округа «Ивушки». Главная задача мероприятия – вовлечение населения в реализацию проекта формирования комфортной городской среды.